До конца срока действия Пушкинской карты остался месяц с небольшим. 31 декабря в 00 часов все оставшиеся на карте средства сгорят. Всего в республике зарегистрировано более 12 тысяч карт, а участниками программы стали 29 государственных и муниципальных учреждений культуры. У нас есть к чему стремиться. Такой подготовительный период, 2021 год, как раз таки показывает все возможности, все направления, по которым у нас есть к чему стремиться, как работать. И наша главная с вами задача, коллеги, у всех, в том числе и у муниципальных образований, это подключить все учреждения культуры для того, чтобы участвовали в этом мероприятии. Чуть более 4000 билетов приобретено за 2,5 месяца на спектакли, концерты и выставки за счет Пушкинской карты. Лидер по продажам – театр оперы и балета. По программе учреждение реализовало 1038 билетов. Только на премьеру этого сезона спектакль «Пиковая дама» треть билетов была приобретена на средства Пушкинской карты. В октябре к программе стали присоединяться муниципальные культурные учреждения. В Сыктывкаре самым востребованным оказался Центр культуры и досуга «Октябрь». И когда поступила информация о реализации Пушкинской карты, мы с удовольствием к этому подключились, тем более, что у нас есть площадки, а это не одна площадка. У нас одна площадка – концертный зал Сыктывкар, Бабушкина, 22, вторая площадка на Советской, 53. Мы поняли, что, в принципе, мы можем реализовать этот проект на двух площадках, реализуя различные мероприятия по формату. Потому что уже, как сказано, от 14 до 22 лет – это тот возраст, который в любом случае нужно подбирать определенные виды мероприятий, чтобы заинтересовать. В ноябре кураторы программы выбрали амбассадора Пушкинской карты в Республике Коми. Им стал студент колледжа культуры, этноблогер Генрих Немчинов. Напомним, Пушкинская карта доступна молодежи от 14 до 22 лет включительно. Оформить ее можно на портале Госуслуг. В 2022 году номинал Пушкинской карты планируют увеличить с 3000 рублей до 5.